Дорогие уйгуры, друзья и все любители истории. Добро пожаловать на канал Biz Уйгурлар. Сегодня мы продолжаем документальную серию «Уйгуры Монгольской империи. Хроники династии Юань». Мы перевели для вас оригинальные китайские исторические хроники, главный и наиболее достоверный источник по истории Монгольской империи и династии Юань. Именно эти летописи рассказывают, как была создана, достигла вершины могущества величайшая континентальная империя в истории человечества. В 1260 году внук Чингисхана и сын Талуя, Хубилай-хан, стал великим ханом. А в 1271 году он официально провозгласил династию до Юань, Великая Юань, сделав своей столицей Ханбалык, современный Пекин. Эти хроники документально доказывают, что уйгуры были настоящим мозговым центром Монгольской империи. Уйгурские чиновники, военачальники, дипломаты, ученые, переводчики и администраторы стояли у истоков государственного строительства, налоговой системы, почтовой службы, культуры и нового мирового порядка Pax Mongolica. Именно благодаря уйгурам, их знаниям, имперскому опыту и преданности, кочевники-монголы смогли управлять огромными территориями от Кореи до Европы и создать просвещенную империю, которая во многом предвосхитила современную глобальную цивилизацию. Каждый ролик этой серии — это погружение в реальные события, имена и судьбу наших уйгурских предков, которые творили историю Великой эпохи. Приятного прослушивания! Ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь с теми, кому важна настоящая и великая история уйгурского народа. Уйгуры Монгольской империи. Юаньши. Хроники династии Юань. Том 134. Жизнеописание 21. Уйгур Гарун Адаси, академик-наставник императоров Монгольской империи Юань. Единственный имел право въезжать в тронный зал императора на конной колеснице. Гарун Адаси, уйгур, учтивое имя Цезилун Адаси. В совершенстве знал учение Индии, буддизм и языки различных стран. Академик Ханлинь уйгур Ан Цзан порекомендовал его императору Хубилаю Ши Цзу. Его вызвали ко двору и приказали вместе с императорским наставником читать лекции по учению Дхарма. Наставник был человеком из Тибета. Их языки были непонятны. Император тогда приказал Гарун Адаси обучиться у наставника его учению Дхарме, а также его речи письменность. Через год Гарун Адаси все постиг, перевел сутры и шастры Индии и Тибета на уйгурское письмо. После завершения преподнес свои книги императору. Хубилай приказал выгравировать книги и пожаловал их князьям и сановникам. Более 20 племен юго-западных малых государств, таких как Синхара, Индонезия, явились ко двору с данью. Гарун Адаси изложил перед императором содержание их докладных записок. Все эти государства были изумлены и покорились. На придворном совете обсуждали сбор войск для карательного похода на Таиланд, Индию и Индонезию, на государства Сиам, Лопбури, Маабар, Кулам, Сумутра. Гарун Адаси подал доклад императору. Все это ничтожные малые государства. Даже если заполучить их, то какова от этого польза? Поднимать войска – это лишь попусту губить жизни народа. Не лучше ли отправить послов, чтобы предупредить их о бедствиях и угрозах войны? Если они откажутся подчиняться, никогда не поздно напасть на них. Император последовал его совету. Отправил послов Юэлайна, Темина и других с ультиматумом. Покорилось более 20 государств. В 24 году эры Юань 1287 год премьер-министр Санге подал доклад о назначении Гарун Адаси академиком Ханлинь. Император сказал: «Не тебе рекомендовать на должность Гарун Адаси, моего доверенного лица». Вскоре император повысил его до академика Хуалинь, Ченджич Жунфендафу, распорядителя указов и одновременно до чиновника срединного служения. Хубилай послал его в резиденцию наследника Темура Ченцезуна и поручил предостерегать и наставлять того умеренностью в питье спиртного. Когда Темур Ченцезун вступил на престол, он, помня преданность Гарун Адаси, повысил его до Жунлу Дафу, главного управляющего палаты почитания счастья, и одновременно до Десыту, великого управителя. Сожалея о его старости, приказал ему въезжать в зал заседаний в карете. Когда Аюрбарибада Жень Цзун стал императором, на придворном совете решили сократить лишних чиновников. Только Гарун Адаси остался на своей должности Десыту, как и прежде, великий управитель. Более того,
Ему добавили почетный титул Кайфуйтун Сысы, открывающий дворец, равный 3 гунам. Высший почетный титул, дающий право иметь собственную администрацию. Император лично пожаловал ему высший дар, нефритовое седло, знак личной благодарности и признательности. В августе того же года Гарун Адаси скончался.